Угу. Мы как раз обсуждать вещи. Некрасиво. Некрасиво, конечно. Наташ, можно я туда пересаживаться сюда? А, ты же Грозная. Так нет, наоборот, я, видишь, получается сбоку. А, пожалуйста, конечно. Мои листочки. Угу. Листочки выбирай. А я потом подвинусь, дам тебе место ближе. Угу. Угу. Так. Нет, мы потом пересаживаться не будем уже. Я подвинусь просто. Чуть-чуть. Так, дорогие присоединившиеся, вы хорошо слышите нас? Маргарита Алгатовна, здравствуйте. 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 Хорошо слышно, да? Да, хорошо. Да, слышно. Павел тоже присоединился. Да? Спасибо. Так, скоро, сейчас еще чуть-чуть. И мы начинаем нашу работу. Да. Угу. Гульмира, здравствуйте. Казахстан присоединился. Мы очень рады. Здравствуйте. Я тоже очень рада. Здравствуйте. Сейчас мы посмотрим еще. Должны к 2 часам. Сейчас у нас еще 2 минуточки, и мы начинаем. Так, у меня уже... У нас, видите, в прошлом году я модерировала из дома, там все было знакомым. А здесь нас в кабиночку специальную определили. И совершенно непонятно, как здесь самое все устроено. Но постараемся, чтобы у нас все хорошо. Запись уже идет. Так. Я пойду скажу все. Безобразие, еще и ремонт здесь идет. Вообще. Потихонечку к нам присоединяются участники. В экран посмотри, пожалуйста. В экран посмотри, смотри телефон. Так, я смотрю телефон, сколько времени? 2 минуты еще есть. Еще 2 минуты есть, да? Пытаемся договориться с ремонтниками. Очень слышно шум, да, коллеги? Нет, ну какой-то есть шум, а так. Поэтому немного бегаем еще. Здесь можно посмотреть, вот спокойно, вот сюда, в эту штучку, не выходить. Вот. Вот.
Мне нужно смотреть, здесь бывает раз подсоединиться или нет, тогда, потому что ни слова я хотела. Если не подсоединиться, конечно. Можно обратиться, мне кажется, что мы же не можем весь экран. Хорошо, как теперь назад? Сюда, по стрелочкам. Компьютер же не наш, поэтому методом научного тыка. Только так. Итак, наверное, уже 2 часа, да? Мгм. Уважаемые коллеги, я думаю, что по ходу нашей секции к нам будут подсоединяться. Итак, я приветствую всех участников нашего национального педагогического форума. И сейчас ровно в 14:00 в рамках конференции «Традиции и инновации в национальных системах образования» начинается наша секция номер 7 «Полифункциональный педагог современной сельской школы. Проблемы и достижения». Модерирует секцию кандидат педагогических наук, доцент, исполнительный директор кафедры ЮНЕСКО БГПУ имени Мифтахиддина Акмулы. Моя фамилия Герфанова Людмила Петровна. И вы знаете, что многие из вас знают, что научной темой кафедры ЮНЕСКО нашего университета является подготовка полифункционального педагога для современной сельской школы. Поэтому я хочу отметить, что эта тема нашей секции как раз идет в рамках реализации международной темы кафедры ЮНЕСКО. И кафедра ЮНЕСКО сотрудничает со многими другими кафедрами и России, и международными педагогическими кафедрами, представители, которые обещали к нам подключиться. Я надеюсь, что по мере того, когда они будут подключаться, мы сможем предоставить им слово. Я должна сказать, что 25 ноября на коллегии Минпросвещения России были объявлены итоги федерального конкурса, направленного на отбор образовательных организаций высшего образования для создания на их базе научно-методических центров сопровождения педагогических работников. В число этих вузов вошел и Башкирский государственный педагогический университет имени Мифтахиддина Акмулы. И в ближайшее время этот центр, Федеральный научно-методический центр, начнет свою работу, и работа будет осуществляться по нескольким направлениям, в том числе и по направлению научно-методическая поддержка учителя сельской школы. У нас сельские школы еще составляют достаточно большую часть в системе образования. В сельской школе существуют свои особенности. И прежде всего это полифункциональность деятельности сельского педагога, который должен решать самые разнообразные задачи. И, конечно, в наше время сельский учитель нуждается в научно-методическом сопровождении. И первый доклад на нашей секции как раз и будет посвящен научно-методическому сопровождению деятельности социального педагога в условиях сельской школы. Наверное, это одна из самых сложных задач, вот как раз разворачивание, определение, научно-методическое сопровождение именно социально-педагогической деятельности в условиях сельской школы. И слово для доклада предоставляется Хабибовой Наталье Евгеньевне, кандидату философских наук, доценту кафедры Культурологии и социально-экономических культурологии и социально-экономических дисциплин. Пожалуйста, Наталья Евгеньевна. Спасибо, Людмила Петровна. Уважаемые коллеги, презентацию видно. Как всегда, мы начинаем с того, что технически у нас все хорошо. Мою презентацию видно? Да, видно хорошо. Спасибо. Итак, научно-методическое сопровождение деятельности социального педагога в условиях сельской школы. И начну я, коллеги, с того, что, мне кажется, первым элементом должно быть очерчивание проблемного поля.
Несколько актуальных проблем я уместила на слайде, остальное я проговорю. Конечно же, на первом месте это осмысление понятия научно-методическое сопровождение. Затем определение специфики деятельности социального педагога в условиях сельской школы. И, конечно же, важность и нужность научно-методического сопровождения. Но за кадром у нас остаются не менее важные вопросы. Вот вы видите, да, 4-м пунктом у меня стоит интересы стейкхолдеров. В данном случае я сейчас поясню, и станет понятно, как выстраивается эта система научно-методического сопровождения, какие функции и какие принципы были заложены в эту систему. Итак, элемент, который хотелось бы мне выделить, это то, что содержание профессиональной деятельности социального педагога, не только сельской школы, необходимо рассматривать во взаимосвязи с требованиями. Какими требованиями? Это единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Первое. Второе – это профессиональный стандарт. Третье – это федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования. Основная профессиональная образовательная программа. Обязательно должен учитываться профессиональный портрет социального педагога. Это вот опять к проблемным точкам. Затем обязательно нужно выделять, на мой взгляд, такой вопрос, как профессиональное становление социального педагога и, соответственно, формирование и развитие его педагогической культуры. Это сложный и противоречивый процесс, который включает в себя различные содержательные структурные компоненты. Следующий момент, что специфика профессиональной деятельности социального педагога отражается как в компетентностной модели, так и в содержательных характеристиках. И вот тогда понятно, да, почему я выношу отдельно интересы стейкхолдеров. А чьи это интересы? Это интересы общества, это интересы системы образования на разных уровнях. И это интерес самого социального педагога. Несколько лет назад была очень важная цитата, которая приводится практически в 80%, извините меня, статей о том, что особую актуальность этой проблеме придает социальная ситуация, сложившаяся в России. Теперь мы можем сказать в России, во всем мире, потому что мир меняется на глазах. И вот эти изменения в мире, да, они действительно создают противоречия в самом социальном сознании у каждого конкретного человека и между поколениями. То есть вот те идеи, которые были заложены, когда вводилась специальность социального педагога, да, они были актуальны. Да, и они сейчас, получается, не только актуальны, а сверхактуальны и так далее и тому подобное. И поэтому вот в этом русле я хотела бы перейти на следующий слайд. Полноценного анализа я не буду делать, да, я только приведу примеры того, что вот это научно-методическое сопровождение, это сама категория, она проблематична. И я могла бы привести определение и Дьяченко, и Казаковой, и так далее и тому подобное. В данном случае за основу мы берем вот этой модели, да, многоаспектное понимание Давлятшиной, это Казанский федеральный университет. И вот это понимание сопровождения, во-первых, как профессиональная деятельность сопровождающего, здесь как раз несколько слайдов будет о том, что вот как раз Маргариту Талгатовну вижу, она у нас практик, да, о том, что вот это вот наставничество, да, вот эта система, которая у нас получается в проекте образования, да, она у нас опять получается и здесь, она у нас важным элементом выходит. Второй момент – понимание сопровождения как целенаправленного взаимодействия субъектов сопровождения. Третий момент – это метод, который обеспечивает создание условий для результативного профессионально-личностного развития педагогов и сопровождающего, и сопровождаемого. И следующий момент – это система взаимосвязанных педагогических событий. Следующий момент, который я хотела бы выделить, это проведя анализ работ Перзнера, Новицкой, Овчаровой, Шумаковой, были выделены функции научно-методического сопровождения.
То есть вы на слайде видите, я просто их вот так вот тезисно обозначу. Первое – обучающая функция. Второе – это консультационная функция. Третье – диагностическая функция. Психотерапевтическая функция, коррекционная, адаптационная, информационная и так далее. Когда мы переходим к педагогике, социальной педагогике села, у нас получается, вот видите, многоаспектность, извините, немножко тороплюсь, многоаспектность о чем говорила Людмила Петровна, да, что здесь мы возьмем за основу исследования Шептенко о том, что социальная педагогика, так, сейчас, определяется по Шептенко, у нас цель социальной педагогики как оказание педагогической помощи и поддержки человека в его социальном формировании, развитии, самовыражении, самоопределении, самореализации. И специфика деятельности сельского социального педагога, уже выходим, да, вот именно сельский социальный педагог, определяется, во-первых, той ролью, которую он играет в жизни села. Второе, набором требований, которые предъявляются сельским сообществом к социальному педагогу. В-третьих, это особым механизмом решения воспитательных и социальных проблем. И четвертое, это самими условиями жизни сельского населения. Следующий момент. Сошлемся на также исследователя Шептенко, да, что нельзя не выделить, да, что сельский социум предъявляет повышенные требования к социальному педагогу, что социально-педагогическая работа на селе – это один из самых сложных участков, который требует специализированной профессиональной подготовки. Поэтому вот здесь вот эти моменты, которые я проговаривала, моменты подготовки в высшей школе социального педагога, они у нас усложняются, коллеги. Следующий момент. Полифункциональность деятельности социального педагога. Ну, поскольку действительно это у нас научный форум, анализ был необходим сделан, и очень много у меня ссылочек на исследования. В данном случае я привожу мнение монастырского исследователя, что одной из базовых особенностей деятельности социального педагога именно в сельской школе – это его полифункциональность. И полифункциональность исходит не только из содержания его работы, но и круга должностных обязанностей. То есть автор вот этой цитаты, он выделяет нам, что в сельских условиях многогранность социально-педагогической деятельности возрастает уже в силу того, что образовательная организация является не единственным, подчеркиваю, но ведущим образовательно-воспитательным, социально-культурным институтом, влияние которого охватывает весь сельский социум. И хотелось бы еще раз выделить, да, что профессиональное становление социального педагога мы берем и в аспекте города, в аспекте села, что это сложный, длительный и противоречивый процесс. Значит, предлагается все-таки на рассмотрение системы научно-методического сопровождения, которая традиционно мы, да, начинаем работу, это выделение целей, задач, принципов формирования, структура, кто же является субъектами этой системы. Начнем с цели, что цель вот этого научно-методического сопровождения, вот этой модели, да, это единое научно-методическое пространство. Это научно-методическое сопровождение социальных педагогов в условиях сельской школы, которое обеспечивает взаимодействие всех субъектов научно-методической деятельности регионального уровня, подчеркиваю, для осуществления сетевого непрерывного научно-методического сопровождения уровня профессионального мастерства социальных педагогов. Задачи, которые ставятся перед моделью, это выстраивание первой единой региональной системы развития социальных педагогов, а также тьюторское сопровождение. И строится это на основе диагностики профессиональных дефицитов. Мы выделяем, что это будет база нашего Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахетдина Акмуллы. Затем обеспечение наполнения реестра дополнительно на основе, естественно, вот этих вот выявленных
профессиональных дефицитов. Затем уже реестр дополнительных профессиональных программ, переподготовки, повышения квалификации социальных педагогов, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий в целях внедрения единых подходов к профессиональному развитию, направленных на устранение вот этих вот дефицитов. Следующий момент, это я комментирую задачи, коллеги. На следующем слайде мы видим, да, развитие сетевого взаимодействия между субъектами научно-методической деятельности. Затем разработка различных форм поддержки и сопровождения. Следующий момент – создание условий для владения навыками использования современных технологий, в том числе цифровых. Создание единой системы выявления, обобщения, продвижения, внедрения эффективность, подтвердивших эффективность практик. И, конечно же, стимулирование, разработка, апробация и внедрение инновационных форм. Принципы, которые заложены вот в эту модель, это, конечно же, соответствие целям, задачам, показателям и результатам национального проекта образования, региональных проектов и программ отрасли образования в части обеспечения возможностей профессионального развития. Соответствие реализуемых в Республике Башкортостан мероприятий по повышению уровня профессионального мастерства социальных педагогов. Третий принцип – это консолидация ресурсов региональной системы образования в рамках национального проекта образования. И вот то, что я просила, я вижу, нет, сейчас уже не вижу, Маргариту Талгатовну, о том, чтобы, да, вот подтвердил действительно практик, профессионал, о том, что национальный проект образования в 2024 году не менее 70% обучающихся педагогических работников должны быть вовлечены в различные формы наставничества и сопровождения. И структура управления, да, она у нас получается, вот, если мы берем систему образовательной организации, да, то это руководители, кураторы, наставники и так далее. В данном случае еще раз хотела подчеркнуть, что вот эта модель в рамках не только, получается, у нас идет региональной системы, но и, получается, российская система. И сама модель разработана. Надеемся, что она будет реализована. Вот такими вот научными, наверное, аспектами хотелось с вами, уважаемые коллеги, поделиться. Нужностью и важностью, да, вот этой модели. Спасибо большое, Наталья Евгеньевна, за научное осмысление этой проблемы, потому что для нашего университета сейчас очень важно вот как раз осмыслить, каким образом может осуществляться научно-методическое сопровождение, потому что роль университета, я считаю, педагогического университета, достаточно большая в этом научном сопровождении. Коллеги, скажите, пожалуйста, будут ли какие-то вопросы к Наталье Евгеньевне? Нет вопросов? Нет. Ну, тогда у меня, может быть, вопрос. Наталья Евгеньевна, мы только приступаем к этой работе, да, то есть к организации научно-методического сопровождения. Вот и я думаю, что эта работа как раз будет организована в рамках вот этого федерального научного центра. Вот как вы видите роль и задачи университета? Каким образом, с чего необходимо, как вы думаете, начинать вот университету, да, для организовывать вот это научно-методическое сопровождение? Мне кажется, первым, да, будет, наверное, традиционный ответ о том, что мы должны создать еще раз, перепроверить ту базу данных по сельским школам, которые имеются в Республике Башкортостан. А затем уже перейти на вот выявление тех дефицитов, которые имеются в аспекте сельской школы. Но в данном случае именно у социальных педагогов. Вот. Понятно. Ну, в данном случае ваши исследования относятся. Да. Но мы, конечно, будем осуществлять эту работу не только в отношении социальных педагогов. И кафедра ЮНЕСКО так или иначе вела эту работу уже в течение практически более 5 лет.
Ну и мы надеемся, сейчас вот это научное осмысление поможет нам более... Ну, возможно, извиняюсь, Людмила Петровна, я не очень деликатно выразилась, наверное, скорее всего, активизировать работу, да? Ну, Вот как естественно, раз вот, да. Вот дистанционная форма, она немножко как-то нас, да, вот именно активизирует, и вот это действительно, чтобы сетевое взаимодействие было, да, у нас, не только на конференциях, а вот именно вот. естественно, нам необходимо прежде всего организовать тесное сотрудничество со многими, с большинством сельских школ, вот именно научное сотрудничество в нашей республике. Пока мы только сотрудничаем очень тесно с школой, общеобразовательной сельской школой села Алкино, директором которой является у нас Батыршина Маргарита Талгатовна, и которая хотела бы поделиться с нами своим авторским социально-образовательным онлайн-проектом «Осознанный родитель. Сделай шаг». Дело в том, что вот вчера как раз на пленарном заседании было сказано, что любая инновация – это оправдавшая себя традиция. Вы знаете, какое хорошее высказывание. Например, Макаренко говорил, что традиции очень важны для построения воспитательного процесса. Правильно? Традиции лежат в основе этого воспитательного процесса и в основе в целом коллективной работы. Но постепенно это процесс живой, это процесс развивающийся. Всегда появляются какие-то внешние факторы, которые воздействуют на этот процесс. И вот, например, сейчас таким фактором во многом является пандемия, которая заставила нас выйти в онлайн-режим. Правильно? Мы вынуждены были искать новые пути, новые способы, новые средства общения со студентами, общения с родителями, с семьями, с общественностью. И вот одним из таких проектов, онлайн-проектов, да, очень интересных, который сейчас является инновационным, но я надеюсь, Маргарита Талгатовна, он станет традицией в вашей школе. Да, вот Маргарита Талгатовна с вами поделится своим проектом. Пожалуйста, Маргарита Талгатовна, вам слово. Спасибо большое. Сейчас буду подключать демонстрацию. Передали мы. Да. Так, посмотрите, пожалуйста, видно и слышно меня, да? Да, видно и очень хорошо. Все, спасибо. Здравствуйте, уважаемые участники педагогического форума. С большим удовольствием принимаю участие. Благодарю Людмилу Петровну за постоянное взаимодействие с нашей школой. И хочу поделиться нашим опытом. Являясь директором 6 сельских школ, с уверенностью говорю о том, что школа на селе – это социокультурно-образовательный центр, где аккумулирована вся жизнь села. Поэтому важно создавать условия не только для обучающихся, но и для родителей. У сельской школы считают и отечественные, и зарубежные исследователи многозначная миссия. Основное ее предназначение – очаг культуры образования и хранительница села. И исследования показали, что потеря близости со школой вызывает сильную реакцию у родителей и местных жителей и переживается как утрата. В условиях пандемии каждый родитель оказывается в частичной изоляции от полноценного общения со школой. Запрет на вход в учреждение, ограничение совместных мероприятий, социальная дистанция – все это не лучшим образом сказывается на тесном взаимодействии педагога и родителя, воспитании социально устойчивой личности. И это побуждает нас искать новые методы, инновационные формы взаимодействия с нашими родителями. Итак, вашему вниманию представляю наш проект. Одной из таких форм – это авторский социально-образовательный онлайн-проект «Осознанный родитель. Сделай шаг», который стартовал на одной из самых популярных платформ социальных сетей Instagram в апреле 2021 года, в самый разгар пандемии. И целью этого проекта является формирование у родителей осознанного отношения к процессу воспитания детей, повышение их психолого-педагогической компетенции в коррекционном и воспитательном процессах. Данный проект направлен на формирование осознанной родительской позиции, позволяющей определить воспитательные стратегии в отношении своего ребенка, а также сохранить и укрепить психологическое благополучие всех членов семьи в современных реалиях. Итак, из чего состоит наш
проект. Да, это вот страница в Инстаграм, которую я веду. Здесь вот в окошечко актуальной, да, вся информация по проекту «Сделай шаг». Проект состоит из 4 модулей, которые вы сейчас видите на экране. На безвозмездной основе спикерами данного проекта выступили специалисты в своей области, наши партнеры, которые нам с удовольствием стали помогать вот в осуществлении этого проекта. И спикером модуля «Детско-родительские отношения» выступила дипломированный психолог и гипнолог, автор уникального исследования влияния детско-родительских отношений на становление семьи в последующем поколении Захарова Алена Александровна. Родители получили уникальную возможность узнать базовые способы взаимодействия с ребенком и методы мотивации его к учебе. Спикером модуля «Финансовая грамотность» выступил финансовый консультант, инвестор, предприниматель Баташин Рафаэль Фаритович. Родители получили практические инструменты работы с финансами, научились применять свои гаджеты для учета доходов и расходов. Данный модуль был интересен для привлечения внимания к вопросам карманных денег у детей, приобщения к контролю за своими финансами школьников. Следующий модуль – это осознанное здоровье. Сюда мы пригласили Гатауллину Алию Разяповну. Это врач-терапевт, врач интегративной медицины, выпускник Международного медицинского института. Темы она поднимала такие: правильное питание, витамины и микроэлементы, режимы дня, тревожные симптомы. Все эти вопросы вот были в ее модуле. И я, как директор школы с многолетним стажем работы, депутат Совета района, многодетная мама, была спикером в модуле «Осознанное воспитание», поднимала следующие вопросы. Внутрисемейные отношения, влияющие на развитие ребенка, вовлечение детей в домашние дела, как быть услышанным своим ребенком, что такое наказание и как важно отказаться от привычных наказаний детей. Каждый спикер по своим темам. Так, сейчас, секунду. Каждый спикер по своим темам готовил видеозанятие, в конце которого озвучивалось домашнее задание для родителей. Участники проекта имели возможность получить обратную связь по каждому модулю, по каждой теме со спикерами через переписку в Инстаграм, либо по сотовой связи. Одним из инструментов проекта было проведение с участием родителей прямых эфиров, которые также получили резонанс. Особенностью данного проекта является отсутствие ограничений через онлайн-общение и отсутствие затрат на получение консультаций у разных специалистов. Форма подачи материала, применение социальных сетей, публичность выступлений, интерактивность, актуальность поднятых вопросов, доступность языка спикеров, открытость — все это позволило привлечь к вопросам родительского воспитания большое количество подписчиков и получить положительные отклики уже на первой неделе проекта. Приняв участие в проекте, большинство участников смогли понять, что ребенок самостоятельная личность, у него есть особенности, которые нужно учитывать. Участие в проекте помогло многим родителям определить свои приоритеты, осознать место родительства в своей жизни. Получая обратную связь с родителями, мы поняли, что данная форма взаимодействия актуальна и приемлема. Социально-образовательный проект «Осознанный родитель. Сделай шаг» получил распространение не только среди родителей в стенах конкретной школы, но и был представлен на местном телевидении Чешмы ТВ и дал возможность ознакомиться с модулями пользователей социальной сети и Инстаграм. Спикеры проекта помогли родителям активизировать творческие способности и найти собственный поддерживающий ресурс, смогли мотивировать родителей к самообразованию по вопросам воспитания и развития детей. Итогами проекта стали создание 12 видеозанятий на темы модулей, доступные в любое время, получение квалифицированных рекомендаций от специалистов, раскрытие творческого потенциала подписчиков, создание нового источника сотрудничества между участниками образовательного процесса и стабильная тесная связь обратная и в виде выполнения родителями домашних заданий от спикеров.
Таким образом, данный социально-образовательный проект подтвердил возможность качественного и плодотворного онлайн-взаимодействия всех участников образовательного процесса. Помоги мне вырвать туда картинку. Так, я доклад закончила. Большое спасибо, Маргарита Талгатовна, за такое интересное представление вашего проекта. И с моей точки зрения он тоже носит социально-педагогический характер. И фактически с этого проекта мы в какой-то степени можем начинать сотрудничество и в этой сфере, да, научно-методическое сопровождение, если где-то, во всяком случае, распространять опыт. Я уверена, что в наших сельских школах, вот на вашем примере я это вижу, очень много разных интересных проектов. Наши школы работают очень интересно, очень творчески, во многом инновационно. И главная задача сейчас стоит в том, чтобы обобщать этот опыт, чтобы делиться этим опытом. Немногие ее представляют, как Маргарита Талгатовна на конференциях и представляют общественности на обсуждение, правильно? И очень важно вот именно этот опыт, обобщая, доводить вот такого до научного осмысления и представлять в определенных концепциях, распространяя этот опыт не только в наших школах, но и в школах, сельских школах России и в международном сообществе, потому что мы сейчас активно выходим и на международную арену. Вопросы, коллеги, будут? Маргарита Талгатовна? Можно, Людмила Петровна? Да. Маргарита Талгатовна, у меня вопрос Да. лично педагогический. Вот модули, которые были представлены, они действительно востребованы. У меня вот такой вопрос, поскольку у меня в этом году основы экономики, 38 групп, более 1200 студентов. Скажите, пожалуйста, модуль финансовой грамотности, насколько он был востребован, какова активность и возраст там, где наиболее востребовано? Как вы все равно определяли, да? Вот Конечно, активность модуля, конечно. да. Да. Не могли бы вы прокомментировать? Вы знаете, это вообще очень интересно у нас прошел проект. Я рада, что смогла его представить вам здесь. И мы смотрели, да, какая активность у каждого модуля. Финансовая грамотность просто завалили вопросами, потому что это было, да, интересно. Причем подключились даже люди возраста 50+, 60+, да, это было для нас тоже удивительно. Спрашивали, куда вкладывать деньги, как их инвестировать, да, что такое инвестиции и так далее, то есть как правильно распределять пенсию. В общем, Рафаэлю Фаритовичу пришлось тут тоже в этом плане поработать, объяснять, да, и это было здорово. Извините, пожалуйста, а вот если взять вот по уровням школьного, там в основном средний уровень, или это было, ну, понятно, не началка, или получается, или старшеклассники прям вот записывались активно, задавали вопросы? Вообще у нас этот проект был направлен на родителей. А только родителей? Ну, скорее всего, там еще, они же там были, я так поняла, и от детей было что-то. Конечно, конечно. Вот. У меня, потому что в подписчиках есть и мои участники школы, да, учащиеся. И старшеклассники, да, заинтересовались проектом и попросили провести для них отдельный мастер-класс. Вот, Рафаэль Фаритович ведет онлайн, да, мастер-классы, да, у него он постоянно, он блогер, выкладывает постоянно свои моменты вот в свои странички, и они туда к нему заходили, чтобы больше информации, получить еще больше, да. Сейчас вот Рафаэль Фаритович ведет уже другие курсы, более глубокие, более расширенные, но для детей он тоже был готов это все сделать. Это было здорово, действительно. Да. Спасибо за комментарий. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Маргарита Талгатовна, за очень интересное выступление. Больше не будет вопросов к Маргарите Талгатовне? Спасибо. У участников? Нет. Спасибо, Маргарита Талгатовна. Мы тогда двигаемся дальше, да, в нашей секции. Вот сейчас в основном мы очень большое внимание, вот, реализуя все эти проекты, уделяем нравственной социализации наших школьников. Потому что, наверное, для нас очень важно, воспитывая гражданина России, да, прежде всего формировать моральные, нравственные качества. И это достаточно большая, такая важная задача для сельской школы. Я думаю, не только в России,
но и в других странах мира. Потому что это вот сейчас в сельской школе в целом нравственное воспитание также зиждется на традициях села, на традициях народной педагогики. Чаще всего родители и школа воспитывают именно на тех устоявшихся понятиях, которые из поколения в поколение передаются нашим детям. Но, тем не менее, эта проблема тоже требует научного осмысления. И со своим выступлением сейчас поделится Бисова Гульмира Исатаевна. Она преподаватель Актюбинского регионального государственного университета имени Жубанова. Она пишет кандидатскую диссертацию, аспирант, и с научных позиций изучает как раз принципы организации и содержания нравственной социализации старшеклассников в образовательном пространстве школы. Она рассматривает школу в целом, но это в равной степени касается и сельской школы. Пожалуйста, Гульмира Исатаевна, вам слово. Республика Казахстан. Да, я вас приветствую, что вы подключились и что вы принимаете участие в нашей секции. Добрый день, уважаемые коллеги, Людмила Петровна, также организаторы форума. Я очень рада вас видеть. Но я не успела подготовить презентацию, так как я сейчас в Уральске, у родителей нахожусь, но я бы хотела выступить с докладом именно принципы организации и содержания нравственной социализации старшеклассников в сельской школе. Так, разрешите представить доклад? Выступить. 2-3 минуты. Угу. Мне было очень интересно слушать вас, очень прекрасная презентация, так как я сама являлась директором школы, сельской школы. Очень было приятно. Так, ну сейчас на данный момент перед общеобразовательной школой поставлена приоритетная задача воспитания социально-педагогической поддержки, становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина. Сейчас у нас социальный заказ общества по духовно-нравственной социализации личности выпускника декларируется на сегодняшний день не только как педагогическая проблема, а первоочередная задача государственной и национальной безопасности. Цели, задачи, условия организации образовательной деятельности, национальный воспитательный идеал, базовые национальные ценности, традиционные источники национальных ценностей, критерии духовно-нравственного развития, воспитания в сфере отношений отражены в вышеуказанных нормативных документах. Изучая нормативные документы Российской Федерации, также Республики Казахстан, ссылки у меня идут именно Данилюк, Кондакова, Тишков, концепция духовно-нравственного развития, воспитания личности гражданина России. Также стратегия развития воспитания в Российской Федерации в период до 2025 года. Ключевой фактор, вектор концептуальной основы воспитания и социализации школьников направлен у нас на формирование личности выпускника гармоничного, всестороннего, развитого, обладающего развитыми духовно-нравственными качествами, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способного к сотрудничеству и межкультурному взаимодействию, обладающим чувством ответственности за судьбу нашей страны. Также нравственная социализация старшеклассника направлена на формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни, который определяет базовые категории для организации школьного пространства, духовно-нравственного развития, обучающегося его эффективной нравственной социализации. Уклад школьной жизни моделирует образовательное пространство с приоритетом традиционных нравственных начал. Также наш организационный Зависла трансляция. стратегические условия нравственного самоопределения старшеклассника есть нравственная социализация духовно-нравственного развития. В основе соответствия с ним нравственного уклада в школьной жизни лежат принципы, системный принцип, деятельностный принцип. Также у нас содержание нравственного самосознания и осознания целостного отношения к человеческой жизни.
принятие общенациональных ценностей, этнических традиций, формирование основ морали, ценностей, чувств и эстетических потребностей. Развитие коммуникативных способностей, открыто выражать и аргументировать свою нравственную оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам, развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты. Также формирование умений противостоять в пределах своих возможностей, действий и влияний, представляющих угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. Мне бы хотелось бы подытожить, первоочередная задача нашего государства, даже Республики России и Казахстан, стоит портрет выпускника. Те методы, которые даже вот ранее сейчас заслушала, они очень актуальны, потому что в очень нашем трансформирующем в сознании людей идет очень много информации. И поэтому сейчас это колоссальная работа, которую нужно работать именно не только в сельских школах, во всех школах. Наши принципы, методы и формы учебно-воспитательного процесса, выстраиваемые на основе модели нравственной социализации, могут обеспечить социальную адаптированность к изменениям и новым реалиям образовательного пространства, которые важны в дальнейшем развитии навыков социального взаимодействия в условиях реальной жизни общества. Вот. Благодарю за внимание. Спасибо, Гульмира Исатаевна, за ваше выступление. Коллеги, есть ли у вас вопросы к Гульмире Исатаевне? Нет Гульмира- вопросов, только благодарность за то, что делится опытом. Приятно общаться с Казахстаном. Конечно, спасибо. Вот как раз такие конференции, да, и форумы нам дают возможность общения и почувствовать себя частицей не только России, да, вот такого сообщества, но и мирового, хотя бы в рамках ШОС, БРИКС, да, а там и всего ЮНЕСКО. Спасибо большое. У меня вот такой вопрос, Гульмира Исатаевна. Скажите, пожалуйста, вот вы человек во многом, да, который внедрен своими корнями и в социальную ситуацию Казахстана, но в то же время вы много времени проводите и также не чужды и России. Да? То есть таким образом вы достаточно, поэтому и проводите свое исследование на стыке казахстанских школ и школ российских систем образования. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то особенности, разница вот в нравственной социализации и в чем эти особенности нравственной социализации школьников Казахстана и нравственной социализации школьников России? Или они едины? Как вы думаете? Выделяли ли вы эти особенности? Они едины. Все задачи именно. Да, я выделяла особенности при констатирующем этапе. Первый этап был у меня теоретический анализ литературы полностью, изучение литературы науки Казахстана и России. Также уже на выходе в экспериментальной площадке, да, использовалось очень много методов, критерий. Тем не менее, отличий нету. Сейчас прямо эта задача стоит также Российской Федерации, Казахстана. Это глобальная, общая проблема, никаких нету отличий. Все одна и та же тема, одни и те же у нас проблемы, все одинаково. Ту программу я изучала Российской Федерации, Казахстана. Все озвучены. В основном там входит программа именно деятельностная структура, вот, концепций. Но, конечно, я бы желала бы лучшего, потому что все традиции уходят куда-то, и поэтому нам нужно возвращаться. Вот ранее выступил директор, мне очень понравилось, что действительно эти сообщества важны, они нужны. Там эти все вопросы, все проблемы мы можем решать вместе. Поэтому, я думаю, все это едино, все это нужно решать, все эти проблемы.
Вот. Благодарю вас за все. Кстати, я хотела бы минуты две сказать. Недавно я связалась с районным отделом образования и назначили там заместителем. Она пригласила меня опять работать в школу директором. Говорит, сейчас в селе очень не хватает директоров, специалистов. И я сейчас задумалась над этим. Да, задумалась над этим. И, кстати, вот сегодняшняя тема, и вот послушав директора, мне много понравилось, я тоже перенимаю опыт у вас. Очень, я вам, Лидия Петровна, благодарна, так как вы модератор, создали это сообщество. Я очень много колоссальных знаний получаю. Благодарю вас. Спасибо, Гульмира Исатаевна. Я все-таки, вот мне кажется, да, что, конечно, сейчас идут активно процессы глобализации. Да. Конечно, так как я, например, занимаюсь общечеловеческими ценностями, то я достаточно хорошо себе представляю, что у всех народов так или иначе все равно существуют ценности у человечества, которые объединяют вот это все человечество, правильно? И поэтому это то общее, что объединяет наши страны и другие страны мира. А если есть особенности, потому что все равно здесь есть и особенное, и индивидуальное, правильно? И вот особенности, мне кажется, вот этой нравственной социализации заключаются как раз в разнице наших традиций, наших национальных традиций. Правильно? Потому что все равно каждое сообщество, оно воспитывает детей на своих традициях. То есть разница в содержании. Ценности одни, цели одни, а вот содержание, на которое мы приводим их к этим нравственным сущностям, содержание разное. Правильно? Потому что, конечно, свое содержание нравственного воспитания у казахского народа, свое воспитание у белорусского народа, к коему я принадлежу, свое воспитание у русского народа, да, и у всех народов России. И, конечно, свои традиции у всех других народов мира. Поэтому разницу мы можем искать только в содержании нравственного воспитания. А в принципах, целях этого воспитания, я думаю, они едины у всего человечества. Это моя позиция, моя точка зрения. Спасибо большое, Гульмира Исатаевна, за вот это обсуждение вопросов. Мы продолжаем нашу работу. И сейчас у нас секция небольшая, у нас всего 6 выступающих, поэтому времени у нас достаточно много для выступления, мы не можем себя не ограничивать в этих выступлениях. У нас должно было быть еще одно научное выступление магистранта Вильдановой по раскрытию индивидуальной образовательной траектории педагога как фактора непрерывности, но она у нас является тоже одним из организаторов Национального педагогического форума, участвует в конференции, исламской конференции, да, является тоже одним из модераторов секции, поэтому, к сожалению, со своим докладом у нас она не может выступить. И у нас остаются только доклады наших учителей школ, которые делятся своим опытом, потому что для нас важно именно для научного осмысления вот представление этого опыта. Это как раз то, что Наталья Евгеньевна как раз и говорила, поискать дефициты, да, просмотреть эти дефициты, какие существуют, в чем необходимость, в чем школа нуждается сельская, в каком научно-методическом сопровождении. И вот наши учителя фактически, может быть, я не знаю, впервые выступают на таком достаточно высоком уровне, но мы все их поддержим и как раз послушаем внимательно их опыт работы в сельской школе. Нам очень важен этот опыт для его научно-методического осмысления. Да. И к нам должна была подключиться Полина Алексеевна, она пока еще не подключилась, потому что у нее уроки в лицее, и она сказала, что подключится одной из последних к нашей работе. И поэтому я сейчас предоставляю слово Прохорову Павлу Владимировичу, учителю иностранного языка средней общеобразовательной школы номер 2 села Новобелокатай Республики Башкортостан.
который, как я знаю, достаточно длительное время работал замдиректора по воспитательной работе, организовывал активно вот эту внеурочную деятельность детей, и который любезно согласился поделиться своим опытом на нашей секции. Вам слово, Павел Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые преподаватели. Очень приятно присутствовать на данном мероприятии. И да, я сегодня хотел поговорить о неурочной деятельности, так как есть достаточно большой опыт именно в условиях сельской школы организации данной деятельности. И в своем выступлении я бы красной нитью хотел провести именно пару мыслей о том, что важной составляющей всегда будет у нас являться личность учителя, и важностью всегда во внеурочной деятельности будет являться взаимодействие, именно взаимодействием учителей, сетевое взаимодействие и так далее. Ну, позвольте представиться, кратко рассказать о себе. Меня зовут Прохоров Павел, мне 32 года. Работаю я в селе Новобелокотай, в МБО-СОЖ номер 2. И работаю в сельской местности вот уже на протяжении 8 лет. Вот. И за этот период я занимался очень плотно внеурочной деятельностью и также в рамках учителя, также и взаимодействия с другими организациями в рамках работы завуча по воспитательной работе. Ну, примерно перечислю то, о чем будем говорить, какие внеурочки вел, и вот что из этого опыта можно нам с вами подчеркнуть, что можно обсудить, что будет полезно для научного сообщества. Я вел на протяжении нескольких лет, и наши успехи были очень большие с детьми. Это у нас школьный клуб КВН. Также мы с ребятами проводил занятия по журналистике. Ну, естественно, по своей части, это я преподаватель иностранных языков, факультативы, школьные клубы иностранного языка. И также на протяжении всех этих лет я являлся классным руководителем. Мои дети уже выпустились, то есть я с самого начала, с 5 класса брал своих детей, выпускал. Это был один из самых сильных выпусков в нашей школе. И вот каким образом строилась работа. Ну, сразу буду говорить, наверное, в двух аспектах. Со стороны учителя и также со стороны непосредственно школы, администрации школы. И внеурочную деятельность прежде всего нужно отметить, что на данный момент к ней возрастают требования. То есть сейчас, если мы с вами возьмем внеурочную деятельность, если мы с вами рассмотрим дополнительное образование, то теперь дополнительное образование уже у них появляется, скажем так, свой электронный дневник, это у них появляется навигатор, то есть полностью идет учет данной деятельности, сколько детей посещает, то есть полностью ведется статистика. Также своя отчетность появляется. По внеурочной деятельности усиливается сейчас со стороны Облнадзора также контроль. То есть, когда я работал заучем, обязательно по каждой внеурочке учитель отчитывался по какому-то отчетному мероприятию. То есть форма контроля уже обязательно вводится в школе. Это не просто посещение уроков, это именно какая-то форма предоставления итогов, результатов данной деятельности. Ну, прежде всего, я бы хотел затронуть успешность и неуспешность внеурочной деятельности у педагогов. Но прежде всего это, конечно же, опыт педагога в рамках той деятельности, которую он ведет. И там на самом деле результаты очень интересные. Вот приведу примеры своей деятельности, когда я посещал занятия внеурочной деятельности у учителей. Я зашел на кружок, который называется «Мастерица», но там 80%, это начальный класс, и там 80% сидело мальчиков, которые вязали, плели бисером и прочее. То есть интересы детей, они могут не совпадать с ожиданиями, которые там есть у педагога. Также
хочется отметить, что вовлеченность учителя прежде всего еще идет на основе того, что интересно самому учителю. То есть если, например, поручить какому-то педагогу вести, я не знаю, робототехнику, если он может, но у него нету к этому интереса, результаты не будут такими выдающимися, которых, возможно, мы ожидаем. Только на перекрестии личных интересов учителя, интересов детей, также еще если сюда мы добавляем востребованность школы, общества тому или иному занятию, то вот здесь вот получается как раз-таки интересный результат. Я писал статью, вот Людмила Петровна направлял, в которой как раз указывал, что вот КВН в нашем районе имеет такую потребность именно со стороны детей. Так как в нашем районе проводится лига КВН, и с каждым годом все больше детей идет выступать на сцену, потому что они видят результаты, они видят, как меняются дети, им хочется в этом поучаствовать. И вот эта вот потребность вызывает ажиотаж, когда у меня на занятия просто по всей школе, когда мы только еще начинали, это было начало сентября, дал клич, что я говорю, все желающие могут приходить. Кто-то даже с маленькими братиками приходил. Но это мы берем года 2017-2018, то есть еще до пандемии. Вот, то есть там в общей сложности у меня около 50 человек пришло на занятия. Мы быстренько разбились на команды и устроили такой небольшой фестиваль. Вот. Продлился он около часа, и это было такое крупное, большое событие для детей в первую очередь. И с того момента мы начали активно, то есть на протяжении нескольких лет, это с 2016 года по 2019 год, мы собрали все первые места. То есть выходило так, что даже по 3 команды выставляли на фестиваль, выставляли на лигу, и они все забирали. То есть у нас даже весь период, когда наша школа забрала первое, второе, гран-при и так далее. Вот это вот именно на перепутье. Но стоит отметить, что в студенческие годы, когда я учился, мы как раз-таки активно занимались вот КВНом, то есть выигрывали даже в республиканских лигах, в юниор-лигах, побеждали, когда еще были студентами. Соответственно, мой личный интерес, мой опыт, интерес детей и опыт также еще детей, которые уже первыми были на моих занятиях по КВНу, они приходили, делились опытом, и вот на перекрестии всего этого вот такое очень сильное, мощное движение появилось. Также еще стоит сказать из своего опыта по журналистике. Журналистикой я тоже активно занимался в студенческие годы, и по наблюдению за своими коллегами, допустим, коллега у меня занимается сейчас уже несколько лет робототехникой. Она этим начала заниматься, когда этого еще толком, это направление еще толком не было развито. Сейчас в школах реализуются такие программы, как Технопарк. Вот у нас из города Уфы приезжают, то есть это такие сетевые взаимодействия. Но у нее на тот момент уже была огромная наработанная база, и вместе с данной организацией они уже выставляли свои проекты уже на республиканском уровне и брали там места, брали гран-при в различных конкурсах. Вот. Здесь опять же повторюсь, что очень важную роль во внеурочной деятельности, особенно в сельской местности, стоит подчеркнуть, в сельской местности это все-таки личность учителя, так как мы знаем, что в городских условиях есть огромное количество других учреждений, огромное количество тренеров, педагогов, тьюторов, которые могут тебя научить либо бесплатно в каком-либо учреждении, либо опять-таки платно. И у детей есть огромный выбор. Но это, конечно, порождает и свои особенности. Нужно более усиленно заинтересовывать детей, чтобы они пошли именно к тебе. А вот в рамках сельской школы здесь вот именно дети идут на личность учителя, как он умеет заинтересовать. То есть здесь даже техническое оснащение, это все-таки переходит на второй план. Прежде всего, если там у педагога там есть и роботы, и компьютеры, и все что угодно, но дети не хотят работать с этим педагогом, то, соответственно, направление какой-то неурочной деятельности в школе начинает идти очень медленно, затруднительно и безрезультатно, как правило. Также еще стоит отметить, что сложностью в организации неурочной деятельности, я думаю, здесь как в
в городе, особенно, наверное, в городе, так и на селе, это все-таки конкурентная среда появляется теперь с гаджетами. То есть детям, у детей зона внимания теперь начинает перетекать к различным блогерам, к различным каким-то движениям, направлениям. И вот здесь, на мой взгляд, ключевая задача, и мы это обсуждали на собраниях и с классными руководителями, и с педагогами доп. Образования, которых приглашали в школу, о том, что теперь мы начинаем уже конкурировать, и дети не просто будут ходить в школу, их нужно заинтересовать. И вот здесь я неоднократно с коллегами на докладах говорил о таком понятии, как событийность. То есть для детей сейчас очень важно быть в ряду событий. То есть мы практиковали такой опыт, когда мы создавали события. Если с КВНом все понятно, то, например, журналистика, это довольно для детей звучит очень скучно. Опять же, вот финансовая грамотность тоже может звучать скучно. Но теперь мы, если рассмотрим с другой стороны, создадим это как событие. Вот предыдущий спикер Маргарита Талгадовна говорила, как раз вот это вот событие, то, что это все онлайн, то, что и родители могут поучаствовать. Для родителей это действительно событие. Они вовлекаются туда с большой интенсивностью, то же самое и с детьми. Здесь мы с ребятами создавали YouTube-канал. Я вот, наверное, ссылочку, если кому интересно, могу отправить на YouTube-канал, где сами дети формировали какие-то события. Это вот за прошлый год. Но мы работали не с одним каналом, мы работали с группой каналов. Сейчас, секундочку, я ссылочку буквально сброшу. Вот. Если кому интересно, могут посмотреть. Спасибо большое, ссылка пришла, да. Ага. И вот здесь это было для детей, опять-таки, событийность. Вот представьте, мы уже не просто журналисты, мы уже студия, которая разрабатывает, то есть они сами формировали сценарии, мы учились, как правильно проводить редактуру, то есть как составлять. И вот здесь, на этом канале, дети полностью все делали сами, они все ко всем праздникам готовили видеоролики для школы. Сейчас, по-моему, там я уже в этой школе не работаю, там, по-моему, поменяли YouTube-канал, но вот этот канал у меня сохранился, то, что вот делали дети в процессе. И, соответственно, из журналистики мы вышли в такую среду, как блогинг. То есть я и сам, у меня свои блоги есть, и у коллег есть тоже, молодых особенно коллег, они тоже ведут свои блоги. И мы уже делились опытом с детьми, мы уже реализовывали на тот момент такой воспитательный элемент, то есть мы рассматривали других блогеров, их огромное количество, и у всех разный формат, но, как правило, он не решает тех воспитательных задач, которые ставит не школа, то, что ставит перед школой. И мы уже рассматривали, например, мат в блогинге, почему там видеоролики такие записывают и так далее, как это влияет. То есть мы с точки зрения социокультурного рассматривали различных блогеров, выводили плюсы и минусы, и дети уже готовили свои блоги. То есть по результатам журналистики мы не только освоили тему, но еще и, скажем так, направили детей, тех, которые действительно желают заниматься блогами, кому интересен формат, направить в правильное русло. То есть школа такие задачи, особенно сельская, решала, потому что если в городе детей очень много, то здесь 2-3 человека, если же они начнут дискредитировать школу, то есть все задачи, которые ставятся, то это очень сильно и быстро найдет свое распространение. Поэтому вот такие задачи в том числе и решалось. Ну и стоит отметить, что в свое время я работал в студии звукозаписи, мы озвучивали мультфильмы и переводили мультфильмы. И вот на клубах иностранного языка, которые с детьми, то есть факультативы и прочее, я этот опыт переношу уже на них. Я их обучаю, мы разбираем слова, мы разбираем предложения, и отрывок из мультфильма мы уже озвучиваем. И здесь и работа с голосом, и понимание речи. Вот, такие задачи решали. Все это, еще раз повторюсь, во многом решается за счет учителей. Еще также стоит отметить
что помимо личных интересов учителя и ребенка нужно смотреть на форму проведения. Например, одну из научно-практических, скажем так, школьных конференций мы изменили формат и сделали ее в формате TED. То есть при организации мы сделали публичные выступления по этому формату, и это дало большой отклик. У меня, к сожалению, фотографии не сохранились. Я в конце своего выступления быстренько пробегусь, покажу, там, как велась работа. Видео включите только, потому что сейчас вашего видео нет. Так, ага, все. И перехожу к следующему пункту, который не менее важен, который я озвучил изначально, это все-таки взаимодействие. Взаимодействие педагогов друг с другом, сетевое взаимодействие. Я уже сказал, что к нам приезжает всего технопарк, Монториум Башкортостана. Они приезжают на 2 недели, проводят как раз внеурочную деятельность, направленную на виртуальную реальность, на программирование, на промышленный дизайн, робототехника и тому подобное. И в другой школе у нас, вот где сейчас я работаю, есть педагог, который на своем энтузиазме полностью поднял данные направления, в данном случае робототехнику, и у них идет уже сетевое взаимодействие друг с другом, участие в различных конкурсах. И вот это взаимодействие, а также проект «Взлетай», который сейчас активно реализуется, в том числе и в сельской местности, то есть нацпроекты образования, здесь у нас есть современная школа, успех каждого ребенка, онлайн-уроки, которые на данный момент стали актуальны. Все это активно сейчас реализуется в школе. И вот это, без этого взаимодействия очень тяжело сейчас педагогу двигаться в направлении организации неурочной деятельности. Также хочется сказать, что вот методическое взаимодействие с доп. Образованием, то есть, например, Дом пионеров и школьников, спортивные школы, мы друг с другом взаимодействуем. Когда работал завучем, мы договаривались о проведении различных мероприятий на базе нашей школы. С учениками ходили, посещали непосредственно спортшколу, в которой нас обучали, как использовать те или иные тренажеры, привлекали детей к спорту. И также взаимодействие. Вот если еще университет к этому подключится, это будет очень здорово, потому что нужна все-таки научно-методическая помощь в рамках и организации документации, и в постановке задач определенных каких-либо направлений. Направления сейчас очень новые, становятся актуальными уже на данный момент. И, как я уже озвучивал, робототехника и прочее. И также очень важной составляющей неурочной деятельности это идет форма контроля. Ну, как правило, это формы показания результата. Если это, например, кружок фотографии, то нужна выставка. Если это КВН, то, естественно, это либо участие, либо проведение каких-либо фестивалей. И здесь стоит отметить, почему я говорю про формы контроля, неоднократно сталкиваюсь с тем, что к этому относились довольно формально, хотя дети очень искренне заинтересованы в результате своего труда посещения данной внеурочной деятельности. И к этому на данный момент я считаю, что на собраниях, по крайней мере, я говорю, что это один из самых важных моментов показать детям результаты их труда, что они сделали, как оценивают это окружающие, видят ли его труд другие одноклассники. Из опыта могу привести пример того, что на той же робототехнике, когда мы посещали учителя, почему-то не срабатывал какой-то робот. И ребенок, который не имел никакого отношения ни к физике, он просто посещал, и он еще у нас был ребенок ОВЗ, ограниченной возможности здоровья, он полностью этот робот пересобрал, подключил, прописал ему какой-то там алгоритм, и он у него начал работать. То есть абсолютно неожиданно открываться дети начинают, когда все-таки учитель и заинтересован, и у него появляется мотивация к какому-либо действию. Также, что еще стоит отметить? Но отличие сельской местности, организации неурочной деятельности сельской местности от городской методически, на мой взгляд, ничем не отличается. Единственное, только, скорее всего, здесь оснащением и возможностью, количеством выбора для самого ребенка. В сельской местности также
как я уже говорил, большая все-таки нагрузка ложится на самого учителя. Здесь это ключевой момент в организации внеурочной деятельности. Ну и, соответственно, преемственность различных организаций уроков музыки, кружок музыки и музыкальной школы. Если все они друг с другом взаимодействуют, это дает очень сильный и серьезный результат. Ну и, конечно, перед тем, как я подведу итоги, позвольте мне включить демонстрацию экрана. Я хотел бы... Скажите, пожалуйста, видно экран? Да, видно. Да, я просто тезисно пробегусь. Это фотографии как раз-таки с подготовки нашего КВН. Здесь мы делили ребят на несколько групп. Это репетиционная группа, группа, которая готовит реквизиты. В данный момент здесь около 12 детей, ну, по фотографии не скажешь, вот они у меня здесь раздельно все сидят, готовятся. Здесь репетиционная группа. Вот мы победили уже на районном фестивале, который проходил. Это у нас КВН по ПДД районный. Это мои ученики. Мы как раз заняли первое место в Британии в стихах на мероприятии. Это вот как раз одна из тех форм контроля, которая в участии в мероприятии. Далее, это вот уже я как классный руководитель. Мы посещаем музеи тех ближайших городов, которых у нас, к сожалению, очень далеко находится и Уфа, и различные города, ближайшие это вот Златоуст. И вот мы туда выезжаем, там есть много различных музеев. Это здесь уже проведение внеурочной деятельности, это школа лидеров, где я проводил ее вот здесь на данном моменте со своим классом, главная внеурочка. Ну и, конечно же, внеурочная деятельность не только кружки, факультативы и прочее, это также различные мероприятия. Вот, например, спортивные мероприятия, которые есть регулярные, такие как турслет, есть ориентирование. Вот как раз у меня ребята посещали туристический кружок, они ходили в спорткомплекс и, соответственно, выставили сами себя, то есть они самостоятельно с помощью капитана выставили себя на районные соревнования. Так, это у нас школьная эстафета спортивная. Вот здесь мы в рамках школы «Лидер» организовывали встречу с нашими выпускниками. Вот Евгений, который как раз стоит рассказывает, он выпускник, скажем так, моей внеурочной деятельности по КВН. На данный момент студент МГУ. И вот он приходил, и мы проводили встречу с учениками. Какой они у меня класс? 6-й, по-моему, был. Где он рассказывал, как он системно занимался, учился, как к этому стремился. То есть он полностью учится на бюджете. И вот он благодаря своей дисциплинированности добился этого. И там тоже играет в КВН. Вот. Различные внеурочные деятельности направлены на патриотическое воспитание. Здесь вот тоже взаимодействие детей. Это совместные мероприятия спорткомплекса, военкомата и учителей физкультуры. Вот мы проводили строй песни и марши. Это экологическое воспитание, где мы с ребятами, это уже чисто наша инициатива внутриклассная, где мы ходили, прибирались вокруг школы, вокруг леса. Ну и в конце своего выступления мне все же хочется... Секундочку, я отключу демонстрацию. В конце своего выступления мне бы, конечно, хотелось сказать, что прежде всего главная задача учителя – это любить детей. Без этого, как бы ни оснащали школу, какое бы оборудование ни было учителя, хорошее, плохое там, и так далее, достигнуть какого-то успеха не получится. И на данный момент важно мыслить по-новому, мыслить не только как ты смотришь на это все, нужно еще смотреть со стороны детей, смотреть в новые тренды, что происходит сейчас. И в таком случае все это в комплексе, твой интерес, интерес ребенка, любовь к детям и новые формы, постоянные эксперименты дают, конечно, больших результатов.
Спасибо большое. Спасибо вам, Павел Владимирович, за очень интересное представление вашего опыта. Вот у меня вопрос к вам. Это ваше первое выступление на такого уровня конференции? Да, это мое первое выступление. Я вас поздравляю с дебютом. И знаете, Спасибо. что я бы хотела в связи с этим сказать? Вот все известные педагоги в истории педагогики – это те, кто не только добивался больших успехов в своей практической деятельности, но в то же время мог осмыслить этот опыт, да, и изложить в статьях и в монографиях. Вот это приносило им известность. Я надеюсь, что у вас большое будущее, и это ваш первый шаг в науку, и что действительно вот с этого выступления вы задумаетесь о том, чтобы действительно продолжить свое затем обучение, свою научно-исследовательскую деятельность, да, в этой области. И, возможно, если вы будете продвигаться в этом направленении, вы достигнете больших вершин. Спасибо вам большое, потому что действительно, я Спасибо. считаю, вы на правильном пути. Спасибо большое за приглашение. Вопрос можно я? Да. С вопросами и с комментариями. Павел Владимирович, вас ждет Да. очень хороший вопрос, но я сейчас, поскольку пользуюсь случаем, я рядом с Людмилой Петровной, Алексей Николаев, студент первого курса, он действительно очень хороший вопрос задал, сейчас я объясню. 3 года, как я веду дисциплину организации внеурочной деятельности в соответствии с ГОС на всех факультетах. Естественно, мы работаем как? Если мы работаем на ИФОМ, у нас возникает проблема. А как этот иностранный язык мы будем давать? Но предваряя вот ваш ответ, я хотела бы вам выделить, во-первых, первое, вашу смелость. Я сейчас объясню, почему. Потому что внеурочная деятельность, извините меня, это краеугольный камень, во-первых, со стороны науки. Почему? Потому что да, мы с 2011 года, у нас масса методических рекомендаций, вы как зауч знаете, да? И все еще мы никак не можем, да, вот это ядро расписать и передать в школы. Вот эту саму идею, которая важна. Второй момент, уровень, это организационный уровень, с которыми сталкиваются в школе. И вы уже подчеркнули, что со стороны, так скажем так, контролирующих органов, да, очень часто внеурочка попадает, извините за это слово, внеурочка попадает обстрел, потому что в отдельных школах нет отношения как, извините меня, к чему-то дополнительному и так далее и тому подобное. Затем вы выделили очень важный момент – это увлеченность педагога, потому что если вы возьмете наработки наших специалистов, выделяется, что не только не увлеченность минус, а то, что нежелание отдельных педагогов разрабатывать собственные программы. И это можно как вынести за скобки, ну, потому что ограниченность во времени, ограниченность в желании и так далее и тому подобное. То есть вы нам все это показали. Вы показали, что вот вы с проблемой определения формы у вас не было. То есть у вас КВН, форма, она прямо... Вот, я хочу сказать. Вот такой вопрос. Понятно, что каждая школа закрывает по федеральному стандарту 5 направлений. Скажите, пожалуйста, а в сельской школе наиболее востребованным направлением развития личности я о чем? О спортивном, общеинтеллектуальном, общекультурном. Вот в сельской школе наибольший интерес, наибольшую востребованность, какое направление вызывает в сельской школе? Вот это из 5 направлений. Понятно, что все 5 закрываются. Но вот как вам сказать, там же, получается, мы работаем по выбору родителей. Помните, да, у нас должна быть еще... Да, конечно, собираются специальные документы. Вот как, в основном, какое направление в сельской местности выбирают? Сейчас, на данный момент, немножечко, конечно, условия изменились, так как некоторый формат уже перетекает в онлайн, но на данный момент, давайте так, вот как раз период, когда я был завучем, когда мы собирали вот обратную связь и с родителями, потому что у нас есть специальные собрания, родительских комитетов и так далее. Больше в приоритете, конечно, у нас спорт. Спортивное направление, оно лидирующее. Оно, в принципе, по крайней мере, в наших 2 крупных школах Нового Белокота оно было всегда лидирующим. Ну, так сложилось, скажем так, потому что все стремились у нас к российским соревнованиям, и вот просто большая вовлеченность там есть. Вторым по направлению я бы назвал здесь
скорее всего, здесь уже на данный момент, в прошлом году, по крайней мере, это уже интеллектуально. То есть, когда дети уже начинают вовлекаться в такую созидательную деятельность, повторюсь, я уже говорил, что приезжает на кванториум, программирование, дизайн там, и так далее, вот это направление я бы поставил на второе место по вовлеченности, по количеству детей, которые идут. Ну и в дальнейшем тут уже в зависимости от школы, как строится. Понятно, да, действительно, они все закрываются, они должны все закрываться. И, ну вот, в первую очередь у нас, в нашей, по крайней мере, местности это спорт, затем идет у нас уже вот вовлеченность интеллектуального такого труда. Спасибо. И я беру на себя ответственность, потому что мы действительно, сама дисциплина идет на 4-м курсе, и понятно, что работая на разных факультетах, мы, естественно, специфику факультета учитываем, да? И вот действительно, в прошлом году у меня был 4-й курс, и я сейчас очень удивлена и рада. Алексей Николаев вот в чате вам пишет. Организовывали ли вы кружки или другую внеурочную деятельность, связанную с иностранными языками? Я прокомментирую. Поиск формы. Если вы делали действительно с иностранным языком что-либо, в какой форме вы организовывали эту деятельность? Форма организации. Ну, давайте под формой мы сейчас сразу возьмем еще и форму контроля. То есть каким образом мы подводили итоги, как мы проводили контроль. Естественно, организация иностранных языков, она более специфична, она наиболее сложная, вот на мой взгляд, по крайней мере, всех других. Если там с журналистикой еще как-то понятно, можно как-то интересно, то говорить по-английски детей на уроках ты не заставишь, а тут еще и на внеурочку прийти, когда у них такой довольно свободный формат. Вот. Я разделил очень просто. Во-первых, я задался вопросом, так, вот что я умею такого, что можно прям применить на уроках. Ну, это у меня там, прежде всего, это какие-нибудь озвучки, то, о чем я говорил. Мы разбираем мультфильмы, и форма контроля это у нас, допустим, когда мы определенный ряд тем прошли, мы включаем мультфильм, и где два ребенка, то есть выбираем персонажей, идет мультфильм, мы, например, или убираем звук, или, например, у нас идет музыка, но нету голоса, и дети сами уже озвучивают, причем синхронно должны это делать, и не по бумажке, написанной заранее, а сами переводить и тут же, то есть это определенная такая форма контроля. Для этого мы приглашаем и родителей, и других коллег приглашаем. Дети с этим справляются, что удивительно, начальные классы, они могут это сделать. Вот. А более старшее звено, для них уже это очень тяжело. Вот это одна из форм организации. Вторая форма организации – это у нас подготовительная, то есть когда мы готовимся к каким-либо мероприятиям. Вот, например, как раз фотография 2018 года, где я с двумя своими учениками стою. Там они просто взяли гран-при. На самом деле их там 7. И мы все готовились к, получается, к мероприятию в Британии. Мы разбирали стихи, мы разбирали чтение. Но это не весь курс, естественно. Это только определенный период. Примерно 2 месяца мы готовимся к мероприятию в Британии в стихах. Следующий этап мы берем, например, уже другую форму. Потому что детей очень тяжело просто приходить на занятия и там перед ними как-то выплясывать и что-то там. То есть очень тяжело удержать детей. У них сейчас много других интересов. Но если мы берем формат подготовки, мы берем формат организации мероприятий, на это дети идут с большим удовольствием. Плюс, опять-таки, я говорил про взаимодействие. Я приглашаю журналистов к преподавателям различных внеурочек, которые ведут съемки, например, из пластилина, там вот рукодельница была, они делали мультфильм. То есть вот такие вот вещи. То есть мои журналисты, разобравшись с вопросом мультипликации, шли туда, дети там лепили, делали, и вот мы выпустили уже такой вот формат. И буквально не так давно, года 1,5 назад, у нас была проверка Обернадзора, где как раз вот все эти форматы, они именно проверялись, именно мы это обсуждали с экспертами, да, действительно, они подтверждают, такой формат, он более приемлем, когда вы применяете.
Ну, большая нагрузка во внеурочке, я немножечко отойду в сторону, это все-таки по документации. Этому очень долго приходится объяснять учителям, классным руководителям. Там огромный объем информации. Плюс, если мы берем часы доп. Образования, то это все нужно бить навигатор. Для этого нужно специально подготовить. Обучать этому особо некому в сельской школе. И вот это очень большой такой минус, жирный минус, потому что оформить все это дело, правильно сформулировать задачу, это очень тяжело для учителей, потому что у них все-таки потоковая работа, она очень насыщенная такая. Спасибо большое. Павел Владимирович, вот я знакомилась, когда редактировала все статьи, я знакомилась и с вашей статьей, и, если я не ошибаюсь, вы там выделяли такую еще форму работы, как связь по скайпу с носителями языка. Да, я про это совершенно забыл. Ну, спасибо. Нет, я хотела, можно еще вот буквально одну минуту. Когда мы работаем действительно с факультетом иностранных языков, назовем так по-старому, то я в качестве примера давала программы, это Санкт-Петербургская академия постдипломного образования. Они первые в ГОС, когда второй вводился, и они сделали банк данных, и когда педагоги могли, да, взять за основу. Мы все знаем, что это авторская программа должна быть. Вот я хочу сказать, что проанализировав, я выделила там, понятно, что специфика города Санкт-Петербурга, так вот там как раз программа была гид по Петербургу, и получается вот иностранный язык. Вот. В данном случае, конечно, мы не можем взять, да, ну, я не хочу сказать там вот где-то, да, у них специфика. Плюс, конечно, традиционная, я, скорее всего, даже Алексею тут комментирую, следующая традиционная форма – это театр. Да, берется пьеса там небольшая на английском языке, то есть получается вот это языковой аспект, он должен быть упакован в определенную форму и еще, получается, должен быть востребован, для кого мы это вообще-то делаем, чтобы им хотелось этим заниматься. А по поводу того, что вы сказали, это опять-таки проблема всей России. Это научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности, когда мы с городскими учителями делаем курсы, когда мы действительно, это федеральный государственный образовательный стандарт, вы же знаете, что он опять изменился, 3, получается, в июле, и там, получается, мы опять воспитательную составляющую, она опять, получается, вот над нами, да, и еще правильное оформление, и самое главное, пока мы сидим над правильным оформлением, да, получается, мы с вами теряем то, что вы сейчас нам говорили, вот эту личную увлеченность педагога, когда ты не только должен, вот, да, ты еще должен это расписать и правильно выделить. И вот поэтому внеурочка так важная, нужная, она иногда во многих школах превращается в какую-то рутину, в какие-то формализуется и вызывает возмущение со стороны родителей, школьников, и так далее и тому подобное. А вам большое спасибо. Действительно, это важные, нужные вещи. То, что вы сейчас продемонстрировали, потому что иногда у меня даже, да, где-то этот пафос, как я смеюсь студентам, он пропадает, потому что, говорю, действительно, вот она важна, она нужна. Потому что на одном полюсе у нас ЕГЭ и ОГЭ – это очень важная вещь, а на втором полюсе у нас человеческие личностные качества, которые у нас, получается, они провисают. И получается, и мы выходим в этот мир, и я даже, да, и вот эти наши, да, выпускники школ. И получается, он знает, умеет, а сможет ли он это проговорить, продемонстрировать и так далее. Я про волю, я про решимость. Вот то, что сейчас, да, про вот эту стрессоустойчивость, как мы сегодня, да, прибыв в университет, да, увидели совершенно другую технику с Людмилой Петровной, да. То есть вот вам огромное человеческое и педагогическое спасибо. Но я думаю, это как раз еще и проблема, которую мы с вами сумели выделить. Понимаете, проблема противоречия, которые необходимо разрешать для дальнейшего развития образования, в том числе и в сельской школе. И это вопрос, который мы должны ставить перед органами управления, перед теми, кто разрабатывает наши вопросы. Но мы не можем сделать методические, мы делали методические рекомендации по оформлению программ, чтобы немножечко нагрузку снять с учителей, да? Но во всяком случае рекомендация была следующая, они были готовы. Поскольку изменения по внеурочке, вы знаете, да, дистант, первое изменение у нас было письмо, вот такие на сайты используем в внеурочке.
Все дело в том, что вот этот временной лаг, когда мы идем от написания, от публикации, и получается на выходе мы можем получить документ, который уже устарел, к сожалению. Вот. Да, Ну, действительно, так и есть. ответ был таков для нас. Хотя очень хотелось бы помочь, потому что там есть вопросы, и действительно есть города, и есть институты развития образования, там, где есть банк данных программ. Мы не просто берем, мы просто отталкиваемся, где можно проконсультироваться, а действительно, когда человек находится в вот такой ситуации, что многоаспектная программа, да, но самое главное, что мы не одни понимать даже. Когда мы сталкиваемся вот с этими вещами, легче, когда мы вместе и умно, скажем, сетевое взаимодействие, да, вот сетевое, оно нужно в этом плане. Угу. Спасибо еще раз. Спасибо большое. Людмила Петровна. Спасибо большое, Павел. Мы продолжаем дальше. К сожалению, вот так получилось. Я почему сейчас и писала очередному нашему спикеру. У нас сейчас должна была выступить Гилева Полина Алексеевна, учитель начальных классов МОБУ лицей село Булгаково Уфимского района. У нее очень интересный опыт, которым она хотела с нами поделиться. Доклад об особенностях организации образовательного процесса в кадетских классах в сельском лицее. Да, дело в том, что мы все знаем, что сельская школа – это собирательное понятие. Да, и в практике образования российского уже после начала 90-х годов появилось не один тип школы, а появилось самое большое разнообразие разных типов и видов школ, да, и лицеев, и вот кадетских школ, и общеобразовательных школ, и малокомплектные школы у нас, то есть очень много коррекционной школы разных типов и видов. И вот как раз было интересно очень послушать об организации образовательного процесса в кадетских классах в сельском лицее, да, которые направлены прежде всего по своей цели на гражданское воспитание, на воспитание патриотизма в детях. И это очень интересный опыт, который она описала, Полина Алексеевна описала в своей статье. К сожалению, Полина Алексеевна обещала выйти без 20, а сейчас 33. 7 минут мы не можем ждать, все сидеть ее выступления, у нее идут уроки. И вот уроки – это святое. Нельзя, как говорится, детей оставить и посвятить себе конференции. Вот они заканчиваются чуть позже. Но я думаю, что каждый из нас затем может прочитать ее выступление в том сборнике, который каждый вы получите по окончании конференции. Ну и также должна была выступить у нас Тузова Кристина Александровна, учитель русского языка и литературы МОБУ ООШ села Такбердина Бакалинского района РБ с темой «Проблемы и достижения современного сельского учителя». Она взяла свою тему, следуя именно направлению нашей секции. Но как раз на своем опыте она показала, какие задачи, какие функции необходимо выполнять сельскому учителю. Она как раз показала вот эту полифункциональность сельского учителя и показала, какие при этом существуют проблемы, потому что действительно зачастую очень большая нагрузка падает на отдельно взятого учителя, и чем больше учитель может, способен, тем больше ее загружают разными видами работ, а достаточно сложно вот эта полизадачность, да, полифункциональность в условиях неопределенности зачастую, да, то есть требует очень высокой квалификации. Но в то же время здесь и можно отметить и определенные достижения, о которых говорит Кристина Александровна. Вот, поэтому я считаю, что это вот два выступления, которые дополнили бы выступление Павла Владимировича по анализу опыта наших учителей в сельской школе. Но вот так получилось, что они не смогли подключиться. Поэтому на этом наши доклады исчерпаны. Марина, Ой, Марина Александровна, я так рада и счастлива видеть. Здравствуйте. Дорогие мои участники, к нам подключилась Марина Александровна Кривенько. Это
координатор проектов ЮНЕСКО, кафедры ЮНЕСКо Московского государственного педагогического университета. И я надеюсь, что Марина Александровна выступит с приветственным словом и скажет нам несколько слов. Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, дорогая Людмила Петровна. Да, спасибо большое за приглашение. Я сегодня уже на третьей площадке выступаю, скачу между университетами и регионами, да, благо это позволяет онлайн-формат. Вот я очень рада, что успела к вам. Давно сотрудничаем, в том числе по теме, по которой сейчас ваша секция. Да. Хотела сказать, что даже вот, ну, извините, не слышала докладов, но могу себе представить, да, о чем, собственно, была речь. Опыт сельских школ. Конечно, о сельских школах. Хочу сказать, что мы, конечно, здесь в Москве не очень, да, имеем большой опыт работы с сельскими школами, да, в пределах МКАД, но в этом году мы не только как бы душой с вами, ну вот в прошедшем году, да, но и хочу сказать, что на самом деле вот наша кафедра, университет педагогический вышли напрямую на общение с сельскими школами, поскольку с осени 2020 по 2021 год мы реализуем проект при поддержке, это президентский проект, президентский грант, интеграции детей-мигрантов в школы Российской Федерации. И у нас там в этом проекте большое количество школ, в том числе сельских. Вот направление, кстати, я просила коллег тоже связаться с этими сельскими школами, чтобы они присоединялись к вашей секции, к вашей конференции. И из 6 регионов участвовали именно сельские школы, сельские деревенские школы. И вы знаете, проблемы на самом деле примерно одинаковые везде. Однако, вот, конечно, особенно в малокомплектных школах, эти проблемы очевиднее, безусловно. И вообще, мне кажется, если у нас будет этот проект продолжаться, потому что он же не только про мигрантов, да, но и, в принципе, про представителей этничных меньшинств, про то, как выстроить системную работу по применению, да, адаптационных технологий в школе, сельской школе в том числе, потому что социальная инклюзия предполагает не только включение этой категории населения. Если у нас этот проект продолжится, мы очень надеемся, что он продолжится, сейчас мы как раз закончили отчитываться по работе в течение года, мы бы хотели, чтобы и ваш университет тоже был такой консультационной площадкой с помощью ваших школ опорных сельских вот по этой проблематике. Суть была этого проекта, мы тестировали детей, тестировали несколько тысяч детей я сейчас не могу сказать, но более 20 регионов Российской Федерации, проводили большое количество консультационной работы, в том числе через вебинары с педагогами. И суть не только в том, что мы выступаем как в роли, что ли, да, там, вот, инициатора, да, всяческой деятельности, а суть в том, чтобы в регионах на базе школ, даже детских садов, на базе организации дополнительного образования были организованы как раз вот эти консультационные центры и методической поддержки, как работать с различными категориями населения, детского населения, да, и всеми участниками образовательного процесса. Особенно это как раз важно для координации работы сельских школ, удаленных школ. Мы это поняли вот в работе, поэтому мы всячески надеемся на то, что и вы пойдете в проект как вот такой, да, консультационно-методический, может быть, центр. И, конечно, мы хотели воспользоваться уже вашим опытом разработки этой темы полифункционального педагога и априори, да, в поликультурной школе, даже если она малокомплектна. Вот мы будем рады вот сотрудничеству и в этом направлении тоже. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо, Марина Александровна. Я должна сказать, что вот 1 буквально декабря поступила у нас новость, что 25 ноября на коллегии Минпросвещения России были объявлены итоги федерального конкурса по созданию федеральных научно-методических центров, и мы попали в число
то есть победители этого конкурса. И фактически вот сейчас уже начинает у нас создаваться и будет создан Федеральный научно-методический центр сопровождения педагогических работников. И одним из направлений этого центра как раз и будет научно-методическая поддержка учителя сельской школы. Поэтому как раз в рамках этого центра федерального, я думаю, что мы можем развивать с вами сотрудничество. Кафедра ЮНЕСКО, она активно сотрудничает и с Петрозаводском, с Карелией, и с Ярославским государственным педагогическим университетом. Мы входим в лабораторию Людмилы Васильевны. И мы сотрудничаем с Алтайским государственным педагогическим университетом, то есть вот именно по проблемам малокомплектной школы, сельской школы. И поэтому мы будем, ну, естественно, вот Людмила Александровна Болясникова тоже сказала, что у него появился ряд людей на кафедре, которые начали заниматься активно сельской школой. Поэтому я думаю, что в наших вот рамках, да, ЮНЕСКовской нашего сотрудничества, сетевого взаимодействия мы будем поднимать более активно совместно эту проблему. Я благодарна вам, что вы подключились к нам, что вы оживили нашу работу, вот, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо большое, Людмила Петровна, я все записала, да, и хотела бы еще обратить внимание, что вопрос о сельских школах у нас поднимается еще в одном проекте, он не является проектом кафедры ЮНЕСКО, это просто наша работа в университете. Мы координируем работу по молодым педагогам, по поддержке работы молодых педагогов. И вы знаете, на форуме молодых педагогов постоянно заявляются, и когда это было возможно в очном режиме, приезжали, да и вот в этом году у нас было ограниченное количество очных участников, приезжали молодые педагоги из сельских школ, причем не только, кстати, Российской Федерации, в Республике Беларусь тоже, да, и мы увидели, какие проблемы еще с их точки зрения, потому что все-таки это, ну, это очень интересное сочетание, да, вот, компетенциям именно молодого педагога, а еще интереснее молодого классного руководителя, да, и особенности вот этой сельской малокомплектной школы. Очень интересные инновационные решения здесь, и педагоги, кстати, всячески выступают за горизонтальные связи, за обмен опытом, за создание ассоциаций, в том числе вот именно педагогов, классных руководителей, не просто, да, региональных, но вот и сельских, тоже всячески готов делиться опытом, просто просят: дайте, пожалуйста, методики работы, особенно работы воспитательной. Вот сейчас так много об этом, и это не только призыв сверху от руководства страны, но и видно, что это запрос от молодых классных руководителей тоже. Я думаю, что воспитательная работа в сельских школах тоже в этом смысле очень интересное поле деятельности. Спасибо. У нас Наталья Евгеньевна Хабибова, кандидат философских наук, она как раз занимается обобщением внеурочной, то есть проблем внеурочной деятельности, в том числе развитием внеурочной деятельности в сельской школе. И я думаю, в этом отношении мы тоже... Понятно, что и сейчас, являясь одним из инвариантных модулей, да, внеурочной деятельности в основной программе воспитания, естественно, здесь усиление идет не с целью даже просто включить в модуль, а действительно содержательное наполнение, правильно? А как она? Вот. Если об этом все время говорилось, то сейчас уже с внедрением КОСа 3 мы уже получили эту картинку, которая должна коррелироваться. Но там будут проблемы вот именно наполнения у педагогов. Возникнут вопросы, а как это действительно подобрать воспитательную форму, и как это еще прописать, и как это действительно вот на разных уровнях как раз момент. Конечно, а здесь же еще очень важно, что в сельской школе совершенно особый акцент приобретает семейное образование, да, потому что все близко, все совершенно другое социокультурное пространство, правда, это же не жизнь в большом мегаполисе, где все достаточно разрознены, да, а вот этот момент очень важен для воспитательной деятельности. Очень. Там село – это одна большая община, одна большая семья, где каждый ребенок – это общий ребенок. Спасибо, Марина Александровна. И я надеюсь, что к нам должна была сегодня присоединиться еще заведующая кафедрой колледжа Белбейт Рувайда Абурас. Вот, но видно, да, она должна была подсоединиться и поделиться тоже, выступить с приветственным словом. Она обещала, мы договаривались. У нее тоже подготовка
поликультурного образования, да, подготовка поликультурного учителя. Вот, то есть это все родственные кафедры ЮНЕСКО. И я надеюсь, что, конечно, она тоже интересуется различными проектами, вот, которые реализуются в подготовке учителей, особенно сельской школы. Вот, и я надеюсь, что вот такое вот сетевое сотрудничество будет активно развиваться. У нас просто, видно, по каким-то причинам Руваида, дорогая, не смогла подключиться. Ну, может быть, это просто разница во времени, да, потому что вообще-то она всегда участвует, да, мы только что, да, провели международный семинар, вы знаете, на эту неделю она была активным участником, и действительно она сейчас в своей работе вот выходит, хотя у нее, конечно, повышение квалификации, вот, да, учителей, работающих, да, в межкультурном образовании, да, да, но сейчас я знаю, что она начинает работать напрямую со школами и даже просила меня посоветовать ей некоторые школы в Москве, которые по этой тематике тоже работали. Так что вот она включилась и в такое тоже направление. Здорово, мы могли бы что-то сделать вместе, конечно, не только, так сказать, вот, ну, такой поддержкой, что ли, да, друг друга, но и какой-то, да, сетевой проект. Почему же? Да, да, конечно. Здорово, что вы тоже пригласили, и что вот. Ну, мы как раз с ней увиделись у вас на семинаре в последний момент, и поэтому после этого как раз и созвонились. Спасибо вам большое. Она замечательна, потому что она не просто работает, она еще очень большой просветитель. Вот, она говорит об этих проблемах, о том, что любой педагог должен обладать межкультурной компетенцией, но просто так она тоже не может быть сформирована. Вот просто так. Она вот именно исследует конкретные методики, технологии, да, и каждый год предлагает очень интересную такую практику. Да. Здорово, если это будет, например, в следующем году какое-то совместное тоже исследование, даже, пусть даже одна публикация вот на тему того тоже формирования межкультурной компетентности учителей сельской школы, почему же нет? Потому что ведь это же может, сельская школа, не только Российской Федерации. Или как называют еще, ну, местные школы, да, муниципальные, там, образовательные организации, локальные, да. Вообще, надо сказать, что ЮНЕСКО, вы знаете, он обращает внимание на то, что нужно находить конкретные, да, вот методики именно для рекомендаций для местных органов власти. Они все время обращают внимание, что, да, не надо долго идти, что ли, да, вот спускаться по иерархической лестнице, да, управленческой, а вот находить какие-то такие практики, отбирать их, да, которые бы доходили конкретно сразу до конкретной школы, конкретного учителя, педагога, детей. Спасибо, Марина Александровна. I appreciate you. Ну, простите, я просто уже тараторю, потому что, ну, вот я вбежала в последний вагон, хорошо, что успела, да, я вот была на ректорате ШУС. Очень рада были вас видеть, надеюсь, что эта встреча приведет к дальнейшему развитию событий. Спасибо, дорогие, спасибо. Я надеюсь, что нам подключилась Полина. Нет. Нет, не подключилась? Вот она только что обещала подключиться. Вот я смотрю, пока я не вижу. Я уже как технический исполнитель. Так, сейчас буквально Полина Алексеевна обещала сейчас подключиться, пока мы беседовали с Мариной Александровной. Буквально это самое. Нет. Сейчас я спрошу. Пока нет. Пытаюсь я вот здесь. Коллеги, извините, что вот, да, у нее закончился урок. Полина, вы не можете подключиться, да? Мы ждем. Почему? Говорит, вылетает она из нашего. Не получилось? Ну хорошо, ну что ж, жаль, конечно. Уважаемые коллеги, вот Полина Алексеевна очень до сих пор вот пытается и хотела к нам присоединиться. Она должна была сделать нам доклад по особенностям деятельности образовательного процесса в кадетских классах в сельской школе. Мы уже говорили разные типы школ. Но вот она говорит, какие-то технические проблемы, пытается подсоединиться, и не получается у нее. Поэтому вот мы надеемся, что, говорят, с маленького ручейка начинается река. Я надеюсь, что вот с нашего этого достаточно небольшого
общения, да, у нас немного выступающих, но здесь были представлены и научные доклады, был представлен опыт сельских школ. И сейчас вот с созданием Федерального научно-методического центра мы начнем развивать эту работу, мы начнем непосредственно работать и пытаться доходить до каждой сельской школы в нашем регионе. Ну и, соответственно, с коллегами вот из других регионов, наших сетевых партнеров по ЮНЕСКО, будем все-таки дальше продолжать эту работу, развивать и искать пути повышения качества, да, образования в сельской школе, ну и научно-методического сопровождения педагогов сельской школы. Есть ли вопросы? Если нет, у участников секции. Если вопросов нет, тогда на этой вот такой ноте оптимистичной, на дальнейшее сотрудничество, на продолжение работы мы завершаем с вами эту конференцию. Завершаем работу нашей секции. Спасибо всем большое, кто присоединился. Спасибо большое. Спасибо, Маргарита Талгатовна, спасибо, Павел Владимирович, спасибо, Мария Александровна, спасибо всем участникам, кто присоединился. И я особо хотела... Так, Алексей Николаев, первый курс. да, Алексей Да, за Николаев, работу в чате. за работу спасибо. Здесь к нам присоединялась еще доцент Московского технического университета Ирина Филипповна Мальцева, да, то есть вот она все-таки вышла, наверное, не дождалась конца, тоже хотела ее поприветствовать. Спасибо всем, кто поддержал нас, кто поучаствовал, это наше общее дело, и я надеюсь, мы его будем дальше продвигать. Спасибо, до свидания. До свидания, спасибо большое. Пока не выключай, надо сохранить, отправить в облако. Хорошо, спасибо. Иначе мы Сейчас, последний... До сейчас свидания. Всего самого хорошего, успехов в работе. Спасибо, Марина Александровна, спасибо, я очень рада, что нас... Спасибо. Так, мы пока не отключаемся, потому что мы должны это все сохранить и отправить в облако, а все участники могут уже отключаться. Ирина Филипповна, вы здесь? Ирина Филипповна, вы можете подключиться с видео? Ирина Филипповна, у нас закончилась уже секция. Я бы очень хотела вас увидеть по видео. Значит, есть какие-то проблемы с подключением. Спасибо, что вы к нам подключились, что вы стали участником нашей конференции. Так, все, да, завершили? Да, Да, так, завершение.